Сегодня в Сыктывкарском медколледже прошла ярмарка вакансий, где выпускники образовательного учреждения встретились с будущими работодателями. На одной площадке собрались более 40 работодателей, представители поликлиник, больниц, санаторий, управления службы исполнения наказаний и даже коммерческих клиник. Как оказалось, в медицинских учреждениях острая нехватка лаборантов, медсестер и особенно фельдшеров. А Сыктывкарский медколледж как раз готовит самое большое количество специалистов для среднего медперсонала. Договор на целевое обучение, в принципе, может содержать совершенно различные пункты, даже вплоть до, допустим, какой-то добавочной стипендии. Но это уже на усмотрение работодателя. В целом, конечно же, первое – это трудоустройство, второе – это практики, все учебные, производственные, преддипломные практики и база для написания курсовых работ и выпускных квалификационных работ. Это обязательные критерии, которые должны соблюдаться при заключении договора о целевом обучении. По словам руководства образовательного учреждения, медколледж показывает высокие результаты трудоустройства своих выпускников более 95%. Львиная доля остается в родном регионе, но, правда, молодые специалисты предпочитают работать в городе, а сельские учреждения, между тем, испытывают кадровый голод. В Нижпогодской райбольнице, например, нужны 10 медсестер и 3 фельдшера. Вообще приезжают к нам и врачи, и средние работники, пока мы старались их обеспечить жильем. Но у нас сейчас есть хорошая квартира при фельдшерско-акушерском пункте, новый ФАП. У нас новый модульный ФАП, на котором стоит квартира пустая, потому что фельдшер наш местный и обеспечен жильем своим. Эту квартиру мы готовы молодым девчонкам предоставить, пока для начинающих девочек-медсестер она будет очень хороша, эта квартира. И мало того, мы еще ждем молодых специалистов и готовы оплачивать им учебу. В таком формате ярмарки вакансий Сыктывкарский медколледж проводит 3-й год. И, как правило, именно здесь студенты и делают свой выбор.